Гэта здарылася ў горкія дні нямецка-фашысцкай акупацыі нашай роднай Беларусі. У тыя дні злы, раз'юшаны, бязлітасны вораг стаяў аж пад сценамі Масквы. У тыя халодныя зімовыя дні бялюткія ад снегу прасторы нашай зямлі шчодра паліваліся гарачай крывёю яе сыноў і пякучымі слязьмі іх матак, сясцёр, жонак. І на акупіраванай тэрыторыі вайна рабіла людзям жорсткую праверку. З высокага гаю прыедь, мой миленький, з далёкага краю. Каб табе так пад бакі калола, каб табе на вочы такія бельмы, як у майго мужа лапікі. Гад ты паласаты, а ні крамы, ні крамніны, вызвалитель. Всё позачинялі, каб табе заўтра дамавіну зачинілі. Перастаньте, мама, ад ваших праклёнаў ему горай не стане. І весялей не будзе. Толькі трывожыце сябе, злуецеся. А кажуць, зло сэрца пераядае. Ах, надзейка ты моя, малінка ты моя, ягадка ты моя, сунічка. Я ж таму і лаюся. Як набаліць на душы, назбіраецца тае злосці, я яе са злымі словамі вон, каб сэрца не пераядала. Дзівачка вы. Чаго это там мужикоў нашых сагналі? Хоць бы не пазабівалі іх там, ці не пагналі куды ў Немельчыну? Наехала іх там штук 20 немцаў, комендант раённы, чалавек 10 паліцаяў і начальнік іхні, сырадояў. Гэта той самы, што да цябе заліцаўся? Што потым за панажоўшчыну ў турму сеў? Бандзюк той? Ды гэты самы. Кажуць, нібыта старасту прыехалі прызначаць. Каго толькі? Знойдуць якога-небудзь сабаку. Добры ж чалавек не пойдзе. На Володьку на нашага глядзець. Проста сэрца баліць. Нейкі сам не свой, месца сабе не знаходзіць. Дружка яго закадычнага загубілі. Косціка. Спалілі гады. Вот і перажывае. Не толькі за Косціка ён, мама. Сестра Костікова, Волечка. Гэта ж любіў ён яе, хоць і таіўся. Мабыць, сама яна пра то не знала. За Волечку, за ластавачку сваю пакутуе. Згарэла бедненькая. Сынок мой, гора якое звалілася на яго. А ён жа маладзенькі яшчэ. Храшчык ён. Не зламіўся б. Не па плечах яму такое гора. Пастаіць, пастаіць.
потым рванецца некуды і зноў стаіць, як укопаны. Таму што адзін, увесь час адзін, людзей стаў цурацца. Недобра это. Работу трэба якую-небудзь яму, альбо да людзей хай з людзьмі трэба. І гора паўгора, калі з людзьмі разам. А дружка не вернеш. Вось так у маленстве зваліцца на дзіця што-небудзь такое, а потым рукамі разводзяць. Ад чаго касы ды гарбаты, злы ды сярдзіты? Да тут жа ў пажылога розум раскірэчыцца можа. Ты чаго это па двары туляешься, як непрыкаяны? Рукі няма к чаму прыкласці? Вунь дрову парадчыў бы, а то пакалолі, ды так і кінулі. Складзі іх пад сцяной акуратненько. Ай, мама, дровы, дровы. Якія тут дровы? Дык жа снегам замеце, потым выкалупліва іх па паленку. Не да дров мне, мама. Да як это не да дроў? Сынок мой, не трэба так. Не вернеш. Рукі не падкладзеш, не паднімеш. Бяда яна ёсць, бяда. Аднаму з ёй нельга аставацца, з людзьмі трэба. Ідзі. К людзям ідзі, сынок. Насцю сустрэла. У слязах бедныя ўсе. А ёй чаго? Тыдзень як муж вярнуўся з палону, хай цешыцца. Худзюшчы толькі, дык адкарміць жа можна. Памрэ, відаць, чалавек яе. З чаго это раптам? Нагу параненую адмарозіў. Кажуць, нібыта, Антонаў агонь прыкінуўся. Заражэнне крыві. Во нацешылася баба. Нешта наш бацька лупаціць. Нібы за ім хто гоніцца. Полина! Полюшка, Поля, где ты тут? Хвоздя она. Полюшка, хутенько неси солонину, неси яйки, неси гурочки, голубочки, капусточку кисленькую. З якой это радасці? Приспічыла табе, загарэлася. Частовать будем. Каго? Начальство, мне. Ды такога начальства до Москвы раком не переставишь. Якое ж вы такое начальство? А меня только что призначили старостом. 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 Тебе. Меня. Неужели это правда? А ты чего зубы скалишь? Думаешь, я таки уже и не годящий? А мой ты теряшка, а мой ты колобочек. А я гляжу, чего это левое воко свербить? Ну? А я на вок чему? Ну? А ти не зловил ты золотую рыбку? А что, лечи, что зловил? А дякуй тебе, спасибочка тебе. Теперь я походжу важной паней. Не все же іншим. А что, конечно. И нож чешется, гэта до выпивки. Так усё верно, я и кажу, неси на стол. Чекай, чекай, не так скоро. Значится, я старостиха. Старостиха, старостиха. Только же одежда у меня такая, что... Ничего, справим, буде одежа, во! Хустка грусовая, квятистая. Буде и квятистая, и ягодистая. Платье шелковое, кабы пяток не было видать. И пяток не буде видать. На Кирмаш поедем, парку вороных заведем. Чему парку, мама? Тройку вороных! На Кирмаш, на Троицы. А можно и пешечком. Можно пройтись по улице пешечком. Ну что, ну хопить? Да я ж серьезно. Хату новую поставим. Не хату, палаты. Спочатку корыта трэба новое. Правильно, корыто. Это ему самому старости. Столярки ж его не накормишь, а як же? Корыто. Ну вот что, ну хопить, ну я ж серьезно. И он будет есть из корыта. А я для пяты-то ему буду под пупом шкрабать. А он так ласково, ласково. А коли я кормлю его, у нарихтовку немцам сдам, а сама у столбовые дворанки подамся. Ну, баба, 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 довольно дураки строить. Давай хутчэй, я дело говорю. Зараз придут сюда начальник районной полиции и комендант немец району. Хутчэй яешню на стол, чуешь ты? Так это им я буду яешню смажить? Им? Мне? А скуля им не хотелось? А трасцы им не хотелось? А хворобы им не хотелось? Что это вы говорите, тату? Ты дело говорю, невесточка. Яны только что
вывели меня у начальства. Первый раз в житті начальником стал. Ну и отпалили штуку, а тех, кто ждал, а тех, кто с ним, аж колени трымтять. О, холера, трымтять? Ну, гэта, видать, покуль что. Гэта ў пачатку. Гэта з непрывычкі. А потым кандибобером буду ходить. О! Ну, чули, что я вам загадал? Надейка, помацаю его голову. Нешта ён языком лапти подплетает. Баба! Хутчэй вырушыся. Дзе трыножка? Я на камінку цяпельца раскладу. Да хутчэй вы яны Вова ў хату ўваляцца. Терешка, ты что, да задурел? Ти сапраўды захварил? Того бандита кормить! Ён же людей своих стрелял! Ён же спалил дом Свиридовых и детей не пошкодовал. А мяне старостам прызначыў. Что? Старостам. Ну, старостам, а як вы думали? Да ён что, при своим? Видать, не при своих. Да при своим, не турбуйтеся. Ах ты, охламон! Ах ты, бредюк! Паскуда ты рабая! Да ты тянешь, что ты говоришь, чему ты радуешься? Вот, баба и есть баба. Ё я бы одно, а бы насуперак. Терешка, может, тебе стукнул кто, а? Тимок покоузнулся? Ну, встань, пройдися, ты кажешь, ножки твои тремтять. Полина, никто меня не стукнул, и я не покоузнуўся. Я тебе русским языком сказал, за меня не турбуйтесь. Ну, вы поглядите на его, а? Ён яшчэ и кричит на нас, ну не дива. Я гэта не турбуйтеся. Ваш сын, мой муж, недзе з немцами воюе, а вы будете немцам допомагать? Супраць сына. У тебя 3 сына на фронте. У тебя 2 зяти недзе на войне, а ты? Ах ты, твою такую, распротакую. Надейка, вон там под лавкой тяг лежит. Неси-ка его сюда мне, а ты ходи сюда, Люба, ходи, я тебе зараз почастую. Полинушка, ты своей силой не выхваляйся, а то... Что, а то? Сам иди, сами сунь голову помеж ног. Ну, кому я кажу? Я тебе покажу начальство. Полина, не уздумай, грех будет, Поля. Надейка, дай тяг. Я ему покажу начальство. Старостам кажешь? Полина. Вот тебе староста. Вот тебе староста. Вот тебе староста. Ой. Надейка, сдыми з его штаны гэтыя ватнія, а то тяг не прилипая. Надея, невесточка, не оскоромся. Не, мама, без мяне вы як-небудь сами. А ты не бойся, вылузни его задок. Вылузни. Мама, вылузни его задок. Яны ідуть. Полина, пусти, идут. Не сором перед людьми. Перед Поля. якими людьми? Перед теми гадами. Да я их вот так поставлю. Полина, не уздумай. Полина, беда будет. Поля, я на тебя пристрелить за то, что ты меж ног затиснула немецкую уладу. Да еще при исполнении службовых обовязков. Пустите, мама, а то и правда. Ну ладно, Полина. ладно. Иди погуляй, а я потом до тебя доберусь. Фу. Ну почекай же, холера. В уши натерла як хомутом. Ну и ножки. Твоими ножками тебе ободыгнуть. И жалости нема. Ох, баба. Прошу. Добрый день, господин староста. Здравия желаю. Добрый день, фрау. Фрауляйн. День добрий в хату. Ви чого то мовчите? Коли з вами вітаються. Понемели со страху. Не, от радости языки проглотнули. А вы сядайте. Добрый день. Добрый день. Отож, без культури. Тьфу! Так что ты хочешь? Темнота. Не ти, а ви. Ясно? Ну, конечно, вы. А то як же, только вы. Я думав, у тебе все на столе, ти бачу, я не вельми старався. Так это ж ведаете, товарищ начальник. Ой, тьфу ты, пан начальник, яны виноватая. Вот не поверили? Не верите ўсё тут, вот как мне, да начальникам, старостам на всю вёску, не верите? Такого смарчка до начальника. Да кто ж его слухать будет? Як это кто? Усе меня слухать будут. Ты, брат, не гляди, что я это вот, а коли возьмуся, так ого, еще танцевать будут передо мной. У його ж ні вигляду, ні погляду, ні фігури, ні голосу. Ён же пастухом був, і вигляд у його такий. Який он староста, поглядите. Удила на Веробєв. Веробєї хихикать будуть. Особливо, коли штани є день. От декулада буде у таких штанах. Ти за ним вже теляти будуть ходити. Усім статком будуть ходити. Ахламон! Был Ахламон, а теперь он цар. Цару такой улады не давали, як ему захоче покарая, захоче помилуя.
калі я ему дазволю памілаваць. Караць можа уласнай уладай, калі хто супроць новага парадку, так што старая слухаць будуць. Гэта вам не пры саветах, а штаны знойдзем. Здымем, у каго трэба, на яго надзенем. Знайшлі старосту, курам на смех. Трэба было кого-нибудь другого. Ну, які он староста, калі я баба могу его у подолы на смех. Ну ты послухай только. Ну и староста, откуль он только взялся? Да кто его только придумал? Хіба только баран на дикой козе? Ты, безвазлая баба! Прикуси язык! Як мужа можеш трымаць яго пад прыпечкам, як старосту, паважай. Ён цяпер улада. Стаў на стол! Частуй! Зараз. Полина, Надейка! Частуй, дурница, бо звядуць корову со двора. Тут же теперь, як на собачьем веселье, кто дужейший, то и загрызе. Ну, Полина, Надейка, стал трыножку, раскладай на каминку, Поля, у склеп, сальце, капусточку, гурочки, а я древок наколю, тресок. Надейка, ну скажи ей, бо звядуць корову со двора, а то и горшее могут придумать. Ну, худенько! Что есть это? Красноармейцы? Это что, твой фамилия, да? Так, пан комендант, гэта вся моя фамилия. Алис Киндер, ты? Твой? Так, пан комендант, усе киндеры мои. Сам старался. На киндеров я, брат, большой специалист. 12 штук настругал. О, почему так много? Ну, як тут сказать, работа не тяжкая. Да это и керосины маловато было, рано спать ложились. Вот. А зимой же, дома зябка, а ковдра узкая. Ну вот. А баба моя вот такая, только до краниси, она уже готова. Ну, пухнет. И вот несправедливая все-таки советская власть была. Бабе, жонцы, значится, орден дали, а мне дулю. Орден? Ты чему мне ранее не сказал? Ой, я забыл. Орден? Он имеет орден? А не я. Да жена, значится. Ну, кабета. Ну, фрава моя. Это мать-героиня, значит, за 12 детей. А? О, это не страшный орден, это не политичный, нет, это бабе его. Ну, фрау, дали орден, ты значок, за что киндер, его баба это инкубатор. Фрау инкубатор, да? Большой смех на Европу. Много киндер. Орден, да? Крыўдуе на советскую уладу, что орден дали не ему, а его бабе. Так а як же? Старался з усіх сил, а за старання дулю подносит. Что есть дулю? А вот и нафига, Ну, еще раз так, по локоть, руку, так я оттяпаю. Ты есть дикий. Ты есть свинья. Потому так много киндер, потому такой маленький рост. У корень пошел. А, мал да удал. Кто есть она? Дочь? Не, невестка. Сынова фрава. Значит, иная есть невестка. Я имел бы большое желание. А, так это у нас на дворе. Прошу. Ну, як, Надя, где ж твой муженек? Где ж твой каханы? Воюе на фронте. При таким отступлении мог бы до дома вернуться, скажи, не дурень? Вось як скончится война, ты ему и скажешь. Коли вернется. Вернется. От пайшла б за меня. Теперь бы б жила, як у Бога за пазухой. А я, може, і пайшла б. Так тебе ж жанілі. На колькі? Году на 4? На 4 гады. И 6 месяцев. Ну ничего, я не здарма твоего свекра старостом призначил. Будзе причина часей до тебе заходить, я не проміну. Даремно.
Там побачим. Я клятву дала. Зарок. Бабский зарок. Зарокався з бан по воду ходить. Ярик! А ты ведаешь, что я у твоей невестки ухажером был? Только твой Мишка мне дорогу перейшов. А мой Мішка такі. Ге не може. Ну, хват. Так і он кого хоче обскаче. Зух був. І на пісні мастак, і на танець, і на тракторі, як на скрипку. Что? Может, руки помыем? О, да, да, обязательно. Вот, Ярик. Коли ласка, я вам на руки полю. Ось сюди. На порог. А ты, староста, какую должность имел от большевики? Я? Я? Ти? Да, ты. Пастух. Пастухом был сколько год? Ты теперь тоже есть пастух. Только не свинник корова, а люди. На русские люди ты есть пастух. Можешь пугать, можешь стрелять. Ты дикий бог, царь. Но порядок есть порядок новый. Новый порядок делал тебя бог деревни, царь деревни. Дикие люди, дикий бог, дикий царь. І дикий парадок. Який староста, такий парадок. Ты, староста, Ты. должен учить своя баба этой штука хорошо учить по толстый зад. А это уже не сомневайтесь, будет. Ну ты кыш отсюда. Ну, Ты Терек. что, сам позову. Ну, давай. Ярик, наливайте, что? Ой, так вы уже сами будьте господаром, товарищ начальник. Что тебе дам? Товарищ, рыло суконное. Даруйте, господин начальник. Вы уже мне пробачьте, вот забываюсь, вот уелась. Ну, будь здоров, староста. Верно, надо служить германской армии. Форштейн? Конечно, Форштейн, а то як же. Ну. О, занюхай. О, не. Скажи ты, а? Вот сегодня в ранні я один был человек, а вот теперь другие. И не быть той же, а все ж другие. Вот поставили вы меня старостом. Иду я по улице, и что ты думаешь? Что, ничего не здарилось? Не, брат. И улица стала вузейшая, и хаты стали нижейшие, а сам я не был 2 раза подрос. О, брат, что значит улады нюхнуть? А люди, як до меня, и люди другие стали. И коли поспели пронюхать, это ж вышел на улицу, и одни уже хе-хе-хе, ге-ге-ге, ну, кепочку ломают, а другие косоворотся от зайздрости. Хорошо. Ты думаешь, о зайздрости? А может, это советским духом пропитанный, тому косоворотца? Не, от зайздрости. Глядите, разбоятся, бедно. Так я ж своих ведаю. Тут же не один я охотник стать старостом. Только кукиш им. Я же еще ни членом ніяким, ни депутатом, ни делегатом не был. Только пастухом. Эх, тяпнем еще по чарці. Ну, давай. Шандарахнем за меня, за старосту. О, шандарахнем. Ага. Только, господин начальник, вы уже глядите, тут
другие, ну, может, от зайздрости поспробуют это спихнуть меня. Так вы уже, коли ласка, не покидайте меня без подпорки. А я уже буду стараться. Эх, ма, шарарахнем. О, шарара. Нельзя. Гуд. Хорошо. Ну, Шарахнем. Занюхай, занюхай. Закусывайте. А чому ж ти не прийшов, як я тебе кликала? Я всю ночку на полочку, як тялушка брикала. А ти думав хто? А ти снил, что я, таки вот гэты вот терешка-пастух, и выбьюся в начальство. Ну, уже и погуляю. Эх, и попью я теперь на дурницу. А что, можно? Да пей, только голову не сгуби, не, что ты его расклеился. Наоборот, склеился, спаялся, да так спаялся, что... Он что, есть пьяный? Не, я есть не пьяный. Я есть веселый. Я есть гордый, як орел. Я староста. Гвоздь. Не, я повинен сказать вам доклад. Ну, промову. Вот, лекцию. Вот потянуло меня на промову. Он лекцию? Давай, будет весело. Большой смех будет. Ну, давай, Терек. Что у тебя розового в голове, так... Во, что у пьяного на языку, то слово не воробей, и это точно. Итак, прошу слово для доклада. Вот кто таки есть я? Ну, кто? Народ. Раз пошла война народная, то значит народ и есть головный гвоздь. Значит, куда я хиснуся, там и полная перемога. Тому як я своей мозолистой рукой опора, подпорка. Одним словом, гвоздь и ніяких гвоздов. И коли я с начальством заодно, коли я за своего керовника готовы, готовы и голову покласть, то уже будь здоров и не чхай. И коли я слово дал, то уже гроб, могила. Я такий. Он что, есть глупый? Дурный? Я кали. А давай, Терек, давай, нечто я тебе не зразумею. Так такого ж, як я, господин начальник, оценить треба. За меня уже не сомневайся. За меня уже будь спокойный. Будь спок. Я от своего слова не отступлюся. Не сомневайся, дорогий мой товарищ начальник. Мы с тобой спаялись, склещились до полной перемоги. Так ти не? Ага, так. А потому вперед за мою уладу, броня крепка, и танки наши быстрые. Ну давай. Давай, подпевай. И наши люди мужество полны. Стоп! В строю Ты стоят. что запел, гад? Он что, нехорошо сказал? Да не, это я его учу песни петь. Ну что ты там замолк, староста? Да не. Я... Душа песни попросила, господин начальник. Ну и давай. Песню давай. Чому ж не петь, чому ж не гудеть, коли в моей хаточці порядок идеть. Новый порядок, чуешь, новый порядок? Новый порядок идеть. Послушай, Григорий, а он не будет делать компромисс?
Прометация, новый порядок и германская администрация. Не, господин начальник. Не, ён кемлівы. А коли что, дык подноготь. Что есть? Под ноготь? Ну, Так, да? да. Да, староста, да, так. Ага, так, конечно. Даремно вы меня, господин начальник. Нет, только я такие, я злости не ношу. Выпьем за германскую власть. За новый порядок. Выпьем до дна. Хай Гитлер! Хай Гитлер. Кто? Кто есть это? Это есть Володька. Ну, мой сын. Значит, мой киндер. О, такой большой киндер Володька. Гуд, хорошо. Он есть уже. Солдат. Он идет... Куда? Он идет... служить полицай. Так, он же еще совсем молодый. Ну, подлеток. Дурный еще. А коли подрасте, так чего ж? Годы простры, коли что, так сам проведу на службу, орол А буде. мяне весці не трэба. Я сам прыйду. І не праз 3 гады, я раней прыйду. Можете не сумнявацца, пан начальник, я абавязкова прыйду да вас. Тут! Правильно. Он правильно. Он есть обух. Орол? Да, Да ён жа дзіця горкае. Куды яму ў паліцыю? А кольки ему? 16. 16? А на кого он подобный? Не ж на тебе он не подобный. Го, на матку подобный. За себе постоять може. Эй, на матку он не подобный, ни на кого из вашего рода он не подобный. Тетка Полина. Эй, тетка Полина. Ну, признайся, по-честному, ну с кем ты его это придбала? Як табе не сорамна такое пры дзіцёнку гаварыць? А то як шарахну між вачэй чым-небудзь. Шарах. Зусім ты адзічэў ужо. Нічога ў тебе чалавечага не асталося. Полина, Калі ты пры пажылой жанчыне ты такое гаворыш. А яшчэ начальник. А ты теперь их спытай, тут не все чисто. Ну не может быть, как такая баба одним тобой была сытая. спытаю. Ну, спасибо, господин староста. Ну, здоровечко. Я имею вам желание крепко стоять. Осторожно. Стоять. Крепко стоять. Свой пост. Исполнять свой должность. Постараюсь. Оправдаю. Да. О, ты есть дикий коза. Прошу вас. И имеешь ты дикие глаза. Красивый абердики. Волга, Волга, муча, Волга, Волга, русская река. Не видала ли? Все поют, припев все поют. Не видала ты подарка. Аж замелевая, аж до коноплек сам на руках отнесу. Прошу. Эх, а як яна у тебе у коноплі не бегае? А мы конопель не сеяли? Ну нічога, Терех, я табе іх пасею. Терех, я сёння твой гость. Прыйду вячэры, дык ты ўжо падрыхтуйся. Все будет. Ось тады пагутарым. Час будзе.
Даражэнькі, астанься. Так я их только проведу и сюды. А нічога, самі знойдуть дорогу, не слепые. Полинушка. Поля. Надя, а што гэты паліцай пра цябе і пра каноплі нешта пытаўся? Якія каноплі? Табе яшчэ рана пра тыя каноплі ведаць. Калі пра тыя, леташнія, што каля сажалкі калгасныя? Дык гэта я туды бегаю. Там я хаваю гранаты, 4 протитанковые мины и 2 винтовки с патронами. Боже мой! Што ты такое гаворыш? А калі хто ўбачыў ці падпільнаваў? Гэта ж і табе канец і нам усім. Вось гэты ж сам гад Сырадоеў у Зарачанскім пасёлку спаліў усю сям'ю ў хаце. Знайшлі там кулямёт ці яшчэ нейкую трасцу. Пад страхой знайшлі. Гэта ў Свірыдавых пад страхой. А ў Зарачанскім пасёлку партызанскага камісара хавалі параненага. Не-не, командира самого... А ты адкуль ведаеш? Можа, сам руку прыклаў? Яшчэ чаго? Сырадой ухваліўся. Шкадаваў, што камандзіра партызанскага не схапіў, спазніўся, а той, і сышоў некуды. Вось таму і спаліў усіх са зла. Ну, можа, ён табе сказаў, хто данёс, можа, пахваліўся. Боже мой, сыночек, а як жа са зброяй той, дзіцятка ты маё? А чаго ж мне цяпер баяцца? У мяне ж цяпер бацька стараста, нямецкі халуй заступіцца. Так ён жа першы тебе прадах. Каму? Гестапаўцам. Да не мялі чепухі! А я гестапаўцам прызнаюся, што тую зброю мы з бацькам разам хавалі. Ну і дурань! Зброю завтра я заберу, а каноплі спалю. Ага, забяры. Я замініраваў і каноплі, і зброю зачэпіш, дык так трахне! Ты в Берлине. И кнец. Боже мой. Столькі бед свалілася на мою галаву. Володя, иди позови Галю и Зину. Без детей хай придут. Хутенько. Одна нога тут, другая там. И сам вертайся. Суровая размова будет. Судить будем поганца. Кого? Мяне? Тебе и по всей форме. А за что? Это ж при советах я был пастухом, а теперь я вам... Ты еще на советскую уладу тявкаешь. Кожный год советская улада тебе на детей 1000 отваливала. Вучила детей. Так тебе мало было? Мулко тебе было при советской уладе. Ох, ты безун, ты безун. Тебе ж калгас. Правление. У премию ложек, які никелированы шариками. Матрац пружиновый. Как не мулко. Как не мулко. Как не мулко тебе было, а ты? Да кажется, как тебе не мулко было, а мне с тобой вода. Молчи, то я курежу меж бачей. А теперь хоть у президиумах покрасуюся. Яких президиумах? Яких президиумах? Боже мой. Век зим прожила, не ведала, что он может вот такое. Терешка, что с тобой здарилось? Что? Человеком стал. Не человеком, а Богом. Ну, хай себе и диким, але ж Богом. А над всеми вами теперь я и царь, и Бог, и воинский начальник. Вот хочу караю, хочу милую, а? Ну, вы поглядите на его. Шурка ты деревянная, только из вачима. Тебе ж закопать у землю, так, Ну что, так дядька? свиньи будут чухаться в тебе. Зады будут чухать. Ой, баба! А за такие слова можешь и головой поплатиться. Я тебе не абы кто. Я тебе староста. Я тебе улада. У меня одна улада. Советская. А где она? Где? Нема? Не каркай. Не каркай, гад! За ее сыны мои воюют. Зяти мои воюют. Приди она. Приди, во, верница. А коли треба, я еще и сама повоюю. Ну, трымайся теперь, Гитлер. Моя Полина грядет на тебе. Як гэта вы дадумаліся прывесці яго ў хату? Вы чулі, што ён сказаў, га? Сырадоеў гэты. Почекай, Надейка.
Прийде дочки, ми його тоді запитаємо. Да так запитаємо, що йому млосно стане. А что ты меня пужаешь? Что пужаешь? А ну сядь! Сядь, кажу! И не рыпайся. Не бойся, я только в уголек возьму прикурить. Я тобі от як шарахну між очей чим-небудь, дика ти іскрою прикуриш. Полинушка, да что это с тобой сегодня? Баба, чертики на тебе усеути, что повеншовала, да, чарку поставила, а ты вот с кулаками на мужа. У такой торжественный день. Не хочешь, так я сам. А такая ласкавая была. Полина, хай сюда. Полинушка. Ну, гу-та-та, гу-ля-ля. Полина, о. Вечерний звон. Поля. Ой, ну что с тобой сегодня? Ну, иди-ка я тебе поцелую. Поцелуй свиней под хвост. Ты тому немцу тудыш. Ты свое выпил. Усё выпил. А теперь похмеляться будешь. Боже мой, гэта ж трэба. То ночами пропадал, кажа, у карты гулял, у козырь, у подкидного. А я ну во что? Докатился, догулялся. Картежник ты, гуляка. Ой, детки мои, а сиротки мои родные. Ты звала нас, мама? А те чули вы, дети, про батьку вашего? Чули? Люди сказали. Да такое сказали, что... Ой, а что ж теперь робить и будем? Соромные по улице, прости. Да гэта цяпер при немцах. А вось як наши прыйдуць, як тады будем людям в очи глядеть. Ну что ты молчишь? Откажи. Пора и детям. Мой Пилип с немцами воюя. И мой Хветька. А да. Батька немцам да помогай, ну не дива. Здрадник. Молчишь? А знаете что, девоньки? А идите-ка вы к черту лысому! Собрались тут. Яйки курицу не вучать. Вы поглядите на их, люди добрые. Это ж дочки, невестка, сын и жонка учинили мне допыт. Не допыт, а суд. Трибунал, гад, ты. А ну разойдитесь, разойдитесь. Ну что с ним проклятым будем робить? Старостом стал я, а вам якая справа. Вот кожный отказывай за себе, и не ваше дело до моего староства. Ваша справа тут з носу капа, у рот хап, и все тут. Да як гэта з носа капа у рот хап? А вот так вот, кап, иди ты. Да ты вось я буду поступать. Куды? У комсомол. Дадуть мне анкету. Что я там напишу? Батька был старостом, немецким халуем у меня прымуць. Вучыцца пасля войны захочу. Старостовага сына прымуць. Як змыть такую пляму? Ой, ой, а меньшенькие подрастут. Павлушка, Степка, Гришка, Манька, Ванька, Юлька, Ганька, Федька. Гад ты полосатый! Ты ж ему все житё испоганил, весь рот опоганил. Его повесить мало. Ой, таточка, да что ж ты наробил, тата? Ой. Завтра пойду партизанов шукать. Поймай. Ты, мамка, Куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь, а? Где ты их знойдешь, а? А коли знойдешь, пристрелят тебе из-за его. Сережка, родненький ты мой, колобочек, дороженький ты мой. Ну иди отмовляйся от староства, а? Иди, а то придушу я гниду. Одно из сухих. Никуда я не пойду. Дорвался до улады и раптом самому отмовиться. Не, так не пойдет. Хоть год, хоть месяц, да покрасуюся. Ну что ж, тады трэба памагаць дзецям. На аднаго гада меней будзе. Надзея, неси сюды вероўку. Мы яго зараз у мяшок ды ў пельку. У сажалку, дзе каноплі мачылі. Ну.
А я пагляджу, як гэта, дочкі, бацьку роднага, ды ў пельку. Мама, да яго ж немцы хопяцца. Конечно, хопяцца. Ну, а хопяцца немцы, скажем, што яго партызаны ўхапілі. Прыйшлі ноччу і ўхапілі. Партызаны здраднікаў хапаюць і пад корч. Ну што скажаш, бацька? Нешта ж вельмі скоры і кароткі суд. Не суд, а трыбунал. Военны час і прыгавор партызанскі. Володя, неси мешок. Дочки, валите его и вяжите, а будет кричать ганчурку, урод. Да вы это что? Вы это киньте, а то я вам... А ну, разойдитесь! Да вы что, отшмуряли? Тримай его, Володя. Зваргатели? Да вы что, отшмуряли? Тримай его. Зваргатели? Отшмуряли. Буду кричать. Прибегут люди, дык ведаете, что вам будет за такое? Утопить батьку? Такого еще не бывало. Старосту утопить? Уладу утопить? Родного батьку. Подумать только. А мы не батьку, а нямецкага прыслужніка. Люди, поможите! Ратуйте! Люди, поможите! Ты теперь утямил, что ты найперший ворог своим детям? Утямил? Дык ты теперь утямил, что ты найперший ворог своим детям? Утямил? О, Лёня, поможи! Молчи, гад, все равно один конец. Так ты кусаться. Надея, неси какую-нибудь анучу. Володя, затыкай ему ляпу. Так ён кусаецца. А ты защави ему голову меж ног, а потом затисни нос, а рот ён и сам разъявить. Тады и затыкай. Давай, почекайте, я нечто скажу, почекайте. Мама, начальник полиции, с рядою. Где? У хату иди. Поможите. Мама. Давайте его. Хотей. Клади его на дол. Ты, мама, Клади, накиньте на его какую-нибудь хламиду. Володя. А ты, Терах, только заикнись, а тады все. Володя, Надя, як только он пикне, а бухом по темью. А я с дочками тады того полицая. Не я того, я гэтага не могу. Глубок. Где мой староста? А хто ж его ведае? Ён же следом и пайшоў за вами. Может, зайшоў до кого? А ну, пацан, бежи пошукай. Скажи, хай у школу иди, мы там полицейский гарнизон думаем разместить. Бежи, сынок, бежи, пошукай. Мы его пришлем до вас. Быстро! Что это вы все натопырились? Что? И ты так само? Иди. Ах ты, ласкавая. Не подыходи. Ах ты, сарамливая. Ах ты, Надя. Ох ты, Надя. Я люблю тебя, не глядя.
Гриб, холера. А может, и фусыки? Хоть бы не заразился ты, начальник. Будь здорова, старая. И не чихай. Ну, знодится колобок. Посылайте в школу. Что, может, запил уже, а? Так ты что, холера? Чихать уздумал. Ему навмысле, как тому знак подать. Якое там навмисно? Руки связаны, нечем было переносицу потерти. Ну, выпускайте. Что? Ну, попужали трошки хопить. Я ж вас пошкодовал. Не крикнул, коли с радою пришел, а то вам бы всем крышка была, чуете? Не, уже дороженький. Полина, ну дай в ухо, прошу тебя. Нечего тебе просить у меня. Ну дай в ухо, холера, прошу тебя. Что, со страху? Терпи, гад, я тебе ведаю. Выкрутиться хочешь? Мама, что он тут будет торчать, як бельмо на воку? Ну, І правда, мама. А може яшчэ хто прийде, і той же сам з радою. Мама. А може випустим яго з меха? Ну. Ну, до вечора толькі. Мама. Не, ён утече, я его ведаю. Закатим его зараз под ложек, хай там полежит до вечера. А потом у саженку. Як это просто у вас? Живого человека и у сажалку. За что? А что мне с тобою робить? Наплодил детей целую плойму, теперь сиротами застанутся. Так развяжи, не глуми человека, тогда сиротами не застанутся. Да коли ж тебе не утопить, им же горой будет. Горш их к сиротам. Дочки, тягните его под ложек. Да почекайте, гадовки. И кто вас таких выкормил, выгодовал сам на свою голову? Полина, я тебе нечто скажу, Поля. Что ты мне скажешь? Что? Промову. И знов промову хочу. Вот потягнуло меня на промовы. Вот досталось мне улада. А навошта и на мне? Чего мне от ее хотеть? От посады моей, от улады в руках моих? Ну что я могу иметь от ее? Ну, есть и досыта чужого котла и смачное могу? Могу. Пить на дармовинку могу? Могу. А что еще? Ну, поздекваться с кого-нибудь, кто мне не по носе, могу? Могу. Неужели это люди, не которые рвутся до улады, и не только гэтага и хочут, а не которые ж так и рвутся, так локтями штурхаются, один другого грызут, кусают, лижут, плюют, опырскиваючи духами и обливают грозёю. А для чего? Как быть? Абы был только сытый, пьяный и под носом табакерка? Дочки, Да почекайте. тягните его под Ну, ложек. почекайте, не спешайтесь. Еще поспеете утопить. Дайте посповедаться. Ну, тихо. Шаг. Вот. А мне для чего улада? Ну, Вот сегодня. А я и не ведаю. Ну, сегодня она мне не потребна. А чему я захопил ее, уладу гэту? Для чего? На всякий выпадок. Хай буде в своих руках. А она, холера, так печется. Полина, дети, ну развяжите мне руки. Ну помлели, сберцвели, здранцвели. Все равно ничего не будет. Некоторые, конечно, с высоких помыслов берут уладу. Каб нечто такое запустить, нечто такое перевернуть. Каб усе потом ахнули и сказали: вот это да! А мы такого и не думали. Это ж некоторые не берут уладу, а отбирают. Як кому амнезию спокойней, а помыслы, да ніяких, так, аби своя, домашняя, прирученная. Вот чорт. Знов заклинила башку. Заблитався. Да й п'яная. Да визвольте ви мені нарешті. Я перехопив уладу, а добрав її на всякий випадок. Хай буде у своїй хаті. Фу. Так это ты так выказался? Так посповедался? Дык тебе улада так, на всякий выпадок, без помыслу, абы только выпить, закусить на дурницу. А я ж думал, что вы разумные. А вы? Ничегосеньки вы. Ай-яй-яй.
А советская влада столько на вас сродков потратила. Вучила вас. Наставников присылала одусюль, это ж розные замежные мовы вам, физику вам, химию вам, гастрономию вам. А вы, ну что у вас у голове? Фу, пакуль ли у вас у голове? Бачили? Это ён будет нас так, что советскую власть вспоминает тут. Да тихо ты. Тихо. Тут ничто. Кажи прямо. Что? Ну во. Тобі, здається, не дарма орден дали. І макатер починає нечто варить. А ну развязать, кому я скинул, быстро освободите, чуете? Ты покуль что помолчи. Ты покуль что посиди. Так не могу я молчать, вы человека загубите. Який ты человек? Так не мяне, я ще одного. А ну, выйдите все с хаты, я нечто маті повинен сказать. Ну? Ну, выйдите, девчатки. Хай скажет. Ну! Ходи. Во, попался ў нерад. Ні ўзад, ні ўперад. Полинушка. Поля. Полюшка, поля, полюшка широ. Ну, подойди сюда, не бойся, я связанный. Говори. Да подойди ближе, не хочу я, каб дети чули. Слухай ты. Я тебе наскрозь бачу. Ты что хочешь? Хочешь усё ў жартачки перекрутить? Не надейся. Да якія тут к чорту жарточки, коли ни рук, ни ног не чую. Ну что с тобой сталося? Баба. Муж я тебе ці не мужа. Ну хоть трошки ослабани, а? Так ты гэта мне хотел сказать. Ну добре. Коли ты уже решила со мною расправиться, так безлитостно, то напоследок скажи мне, где, коли и с кем я тебе здрадил. Было такое ці не? Боялся. Эх ты. Любил я тебя, а не боялся. Жалел я тебе. И ты ж меня так само любила. Я ж ведаю. Жалела. Любил. Так чего ж ты теперь своими руками хочешь со свету звести меня, а? Да ты ж ненормальный. Тебе, певно, шалёный собака укусил. Это ж треба старостом пойти. Ну, что? Да тихо, это что? Тихо, 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 тихо. Сколько год с тобой живу, а не ведал тебя. А ты, ой, какая. Не разжалишь, холера. Вот скажи, вот признайся, вот за ўсё жыццё, няўжо ў цябе ад мяне ніякіх сакрэтаў не было, а? А чого ты молчишь? Признавайся. Есть. Ну, Поля, были? Есть. Якие? Не скажу. Ну і добре. Бачиш, я і не допитваюся. Але не допитвайся і ти у мене так само є свої секрети. Які? Сказав, не допитвайся. Ну, неси свои секреты в пельку. Все, не все, чекай, куди ти? Ну, Ясочка, ну, Павочка, ну, золотка. Дай вухо, не укушу. Терешка. Ну, я ховаю. Ну? Да ну. Ну, дай вухо. Ну, Тебе кажу. не. Ой, брешешь. Ну, правду кажу. Перекрестися. Чим? Развяжи. Побожися. Да иди ты к черту, я не верю в Бога. Где? Детям скажешь? Честное слово не скажу. Развяжи. Не шукай дурнейших за себе, где кажу. Дай в ухо. На, Терешка. Ну, И скажи, что староста прислал. Прислал староста. Чуешь? Козыры бубны. Полторы двойчи. Козыры бубны. дети. Дети. Дети! Полина, ты ж честное слово дала. Поля,
Дык это ты, значится, так целыми ночами у карты гуляешь. Дети! Полина, коли скажешь, забью Поля. Ну, чули вы? Ён яшчэ маме грозіць. Что ты хочешь, фашист? Тримайте его. Тримайте, никуда не пускайте. Полина. Я хутенько приду. Где меньшие дети? Ползаются около моей хаты. Тримайте его. Я хутенько приду. Мама, доброго не пускайте. Что? Тримайте его. Дайте воды. Зина, дочушка, дай. Зараз. Вады можна. Вады нават ворагу даюць. Дякуй, сынок, паспагадаў. А. О, дожився. Ну и дякую вам. Век помнить буду. Кароткі век. Зина, вон там на лавце бычок лежит. Дай его мне, да и дай пропалить. Не давай. Ай, хай уже напоследок, хай. На. О, Зина, поправа, а то пече. Да выплюнь. Так шкода, не докурив ще. Ой, знову гадка ти срадою. Ну, А матки няма. ну, Володя. ну, худенько, накрийте меня, накрийте. Тримай. Де Колобок? Де мой староста? Чому не знайшов його? Чому не виконав моєго загаду? Я зараз. Я знайду. Я сама. Почекай. А ну. Ты. Ты. И ты. С-под земли достать мне старого. Скажите, хай у школы иде. Постели приготовать треба. Каб за годину мобилизовали 20 подушек для моих орлов. Кому я сказал? Быстро! Володь. Я зараз свої дві подушки занесу. Почекай. Своє спотребиться ще собі. Обойдемся без твоих. Ну, ясочка, павочка. Не смей. Не підходь. Чого? Чого ти ламаєшся? Не дівчина, вже баба. И не думай, не мылься. Брыться не будешь. Ах ты, ягодка. Ах ты, срамливая. Ах ты, ягодка. Не, дорогая, распалила меня, так от меня ты не вылазнешь. Сорома у тебя нема. Бандит. Гвалтовник. Мамочка родненькая, ратуйте! Володька! Галька! Зинка! Я иду! Володька родненькая, ратуй! А вы? Вы чего? Староста там, в школе, идите! Мы с тобой еще споткаемся. Сходим с тобой у конопли. Что ж вы покинули меня одну? Да мы ж не покинули. Под дверима стояли, нарыхтовалися уже. А, як стежилась мы сюди. Я думала, може, уже добрався до тебя. Гад! Фу. И я упрел. Ох, холера. Але навошта ж вы привели яго ў хату? Вы чулі, што ён сказаў, га? У каноплі хадзіць, бегаць. І вось ён старостам прызначыў, каб была прычына хадзіць да мяне. Не будзе ён больш хадзіць сюды. Будзе. Ён такі, яму плюю ў вочы, а ён вячэраць, кажа, прыйду. А ты да мяне ідзі на ноч, ці, можа, к сваім паначуеш. Надя. Так он и без меня пришел бы. Вечерать. Але навошта ж вы яго прывялі? Ды чаму? Да расскажите вы мне нарешті, черт вас возьми всех!
Руки, ноги помлели. Неёмко. Няёмка. А тым дзецям свірыдавым ёмка было, калі іх палілі фашысты. Да не ён жа паліў. Такія, як ён. А ён за тых не адказвае. Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Ён пайшоў служыць уладзе, якая такое пазваляе. А ўладу такую трэба ліквідаваць. Значыцца, яго ліквідаваць. Значит так. Бачу я, что конец мне пришел. Хочу с вами всеми перед смертью попрощаться. Только по одним. Выйдите все с хаты. Ну? Галя, останься. Ты старейшая. Что ты мне скажешь напоследок, что? Галя, Галинка ты моя. А помнишь? Галинка, калинка, малинка моя. В садку ягодка, Галинка, калинка моя. Ти давно было на коленях у меня танцевала. А теперь уже 2 унуков мне народила. Жанчина, баба. Малая ты ласкавая была, а подросла так. Да ты меня попругай, дорослую девку уже невесту. Даруй мне, дочка. Что было, то и было. Я тебе крыўдзіў, видать, больше як кого и лупцевал. Ну, за дело. Рано ты любиться почала со своим Пилипком. Не даспадобы был он мне. Шалопутный был. Ты ж понесла от его в девках. А, думаешь, не болела у меня душа? Ну и что? Я верила ему. Верила, что оженится, что возьме меня. Верно. Моя помылка вышла. Але шалопут он. Шалопут? Ён шалопут, а с фашистами воюя. А ты пошел да іх помагати. Хто теперь, скажи, шалопут? Галя. Ці не той, хто фашистам служить. Яны ж людей страляють, яны ж усё руйнують. Яны 80 детенков еврейских на таким морозе покидали голыми в машины и постреляли. А ты пошел спички им подносить, красином обливать. Ты ж меня вучил, лупцевал, а сам... В очи б моя на тебе не глядели. Ну, добре. Дочка, ну, подсади меня хоть на лавку, а то корчом сидеть вот так неёмко. Сяди, як лялька. О, Галя, як дознаются немцы ці полицаи, что ты была комсомолкой, так я ж чему и старостом стал. Глядишь, и выручил бы, эх ты. Коли дознаются, что я была комсомолкой, яны тебе, старосту, першага на воротах повесить. Ну, добро, дочка, ну, освободи, выпусти, а. Не могу. Ну, а что тут не могу? В узел развязать не можешь. Без мамы не могу. Все. А коли мама придет, ты мне не спотребишься. Иди. И позови-ка сюда Володьку. Галя, ходи сюда. Галя, а тебе все-таки не дарма бил. Ну ты... Ну, развяжи. Ты ж сын мой. Забудь. Як это забудь? А так? Да батька я тебе, ти не батька. Не батька. Як не батька? А, той гад полицай сказал, а ты поверил? А может, он и правду сказал, коли ты так, а? Ну, чи ти чуєш? Той гад маму обратив, а тепер ти. Я не погляджу, що ти... Вот теперь бачу, сын ты мне. Не сын. И ты мне не батька. Як не батька? А кто ж я тогда? Здрадник. Подумать только кто. Мой батька. Як же мне теперь на вулицу выйти? Як мне теперь товаришам в очи глядеть? Других-то хоть силой под примусом старостом ставили, а ты сам доброохотно попросился при людях. Ты я ледь не сгорел от сорому. Ну и не сгорел, целый остался. Это у той час. Коли лепшие люди, яго ж сыны, життя не шкадують, кров свою проливают, до апошняга дыхання схапіліся з ворогом. І ў гэтую цяжкую хвіліну ты помагаешь не сынам, а ворогу.
Так якая ж кара павінна пасці на твою галаву, бацюхны? Камісар, чисты камісар. Таких я толькі ў кіне бачыў. Чапай! Жывы Чапай! А я і не ведаў, што жыву побач з такім героем. Дык ты яшчэ насміхаешся, то на староста. Сынок, Читай! Радима наша, окрываўленая бацькаўшчына наша заве цябе на подвиг. Бей ворага, ратуй бацькаўшчыну, помагай братам сваім знішчаць прышельцаў. Радима кліча сваіх верных сыноў, адгукніся стрэлам по ворагу. Володя, сынок, ну ціха. Во, чуў. Ну, сынок, Ну, бачыш, во, я іх сёння 40 штук перапісаў, ноч сидзеў, во, смерть нямецкім захопнікам, а цяпер дапішу іхнім халуям. ціха, вар'ят! Чого гырладзіш? Жыць табе надакучыла. Это ж, крый Бог пачуе, хто Хай дыхае. чуюць, хай усе ведаюць, які ў старасты сын. Дагэтуль таіўся, а цяпер не буду. Хай усе ведаюць, што я ненавіджу фашыстаў, што яны Володя. мае заклятыя ворагі. Володя, сынок, почекай, малады ты. Малады. А як мне жыць? Не. Я змыю гэтую пляму з нашай сям'і. Я ж піянерам быў. Я клятву даваў. Піянер да барацьбы за дзела Леніна, Сталіна. Будь гатоў, я адказваў заўсёды гатоў. Ты паняў, бацька, я ж заўсёды гатоў. Володя, сынок, тихо. Чекай. Як гэта ты змыеш пляму? Як? А вось так. Абвяжу сябе гранатамі, возьму яшчэ процітанкавую міну, у абое гарну і пайду к фашысцкаму каменданту і гэтаму начальніку паліцыі. Володя, сынок. Падыйду і вану чаку. Мне конец, але яны падохнуць. Не будзе ён больш хадзіць да надзейкі. Сынок. І плямы на нашай сям'і больш не будзе. Чекай, куди ти? Стой! Почекай, поки мати прийде! Зіна! Галя! Надія! Затримайте його! Не пускайте його, поки мати прийде! Розв'яжіть мене! Зіна, Да дочушка! тихо ты. Дочушка! Тихо. Он никуда не пошел. пошел? Вон в хате сядет. Сидіть, а то він такий, Чапай, і до беды недалеко. Ну, дочушка, ты ж такая была ласкавая, такая была добрая и деликатная. Ну, пошкодуй своего батьку. У меня же руки и ноги помлели, подервенели. Дочушка, родная, развяжи. Дочушка. Ой, татулечка, ты мой родненький. Головочка твоя бедная. Ну, дочушка. Ручки, ножки твои несчастные. Ну, дочушка. Таточка, родненький, да что ж ты наробил, да что ж ты натворил? Да ничего ж я еще не натворил, ну. Дочушка, ну, пошкодуй, освободи, выпусти, ну. Дочушка, у тебя ж такая добрая душа. Ты ж из всех моих детей самая жалостливая. Упомнишь? Веробейку недавно ты принесла со двора. Змерз он, закачанел. Так як ты хукала на его? А як мы с тобой удвоих хукали на его, по кулю ножи, вот так вот, вот. Веробейку пошкодовала, а батьку, Зинка ты моя, слезинка. Так Веробей же не был старостом, а ты... Так і я же ще не був старостом, ну тьфу ти, ну який ж я староста, ну тільки призначили. Дочушка родная, освободи, выпусти, а, Зинка, слезинка. Только посмей. Дочушка, ну неужо ти забилася? Ти ж моя любимиця. Я ж завсюди лепшую цукерочку тебе, пригожайшую хустинку тебе. А якое ж я тебе веселье справил, помнишь? Тарара колесочки, тарара, ой, повезли Зиночку со двора, а маленькую еще на кермаш возил, на ярманку. А вот, завушнички, это ж я тебе купил, а, Зинка, слезинка. Таточка, родненький, а мы разом у пельку. И я с тобой, у двоих у пельку, без их, у двоих, а я с тобой, Ох ты, ласкавая моя, ненаглядная моя, жалостливая моя, хорошая моя, Зурочка ясная, Зинка моя, слезинка моя. А, и ты, Надейка-злодейка. А вот почекай, вот вернется с войны сын мой, спытаю у тебя у жонки своей про меня, где батька? Вот что ты ему откажешь? Загубила, так? Разом з ними загубила, а? Пойду я от вас. Не я вас старостом призначила.
Надейка, Без мяне цяпер як-небудзь. Самі. Надейка, чакай, куды ты? Стой! Ну, Гитлер, не выиграйте тебе дело в России, коли все вот так. Будь спокоен, дорогие, будь спок. Ну, Огородненький ты мой, огородник ты мой несчастный, а ты еще в мешочку сидишь извязанный. Дети, девы и кабас холера похопала так здекваться с батьки родного. Помогите ему встать. Ой, да что с тобой? ну что, смертели ноги, еще трохи и каюк. Разотрите ему ноги, помахайте ими, покивайте ими, коли он сам не может. Ну, что? Родненький ты мой, а колобочек ты мой, а ти ж я тебе мало била, а ти ж я тебе еще не научила. Ну что я пытаюсь? Як что, молчи, усё тут. То-то ж. А колобочек ты мой, на, может тебе чарочку дать, каб дышал хучей. Давай. Ну. Ну, что? Староста я вам, ты не староста. Староста. Мама! Мама, что с тобой? Он же здрадник. Здрадил родиме. Родиме? Того что? Я тебе родила, я тебе и родима, а ён ніякі мне не здрадник. Да советской уладе здрадник. Я твоя советская улада. Ну, а коли так, а ну, кыш отсюль, дети. Кыш, кажу, батьку слухаться треба. Кыш отсюль. Хай сюда, Полина. Так як там было? Пришла я, Ну, тихо ты, тихо. пришла я, постукала. Ён откинул запор. Увайшла. Гляжу. Секретарь райкома. Нога перевязана, а ён сполохаўся. Чего? За тебе. Что з ім кажа? С кім кажу? С Колобком кажа. Сидеть кажу. Где кажа? У мешочку кажу. Рассказала ему все чистенько. И он смеется, я гуденько сюда. А ты, гад ты полосатенький. От меня таюся, задание, каже, такое, дурила ты. Ну, цить. И как молчок. А то вот у Зарачанским поселку Сарадоев усю сям'ю спалил. У іх хаваўся наш партызан, командир. И ніхто, апроч сваіх, не ведаў. Значит, нехта з сваіх і прагаварыўся. Похвалился, и вся семья загинула. Да глядишь, как молчок ни детям, никому, а то ты меня знаешь. А теперь зови детей и отдай загад, как по волосинце ходили. Ну, брат, и патриотов выгодовал. Самого б задушили за советскую уладу, на себе отчу, а? А ты не верил. Проверял. Эх, ты дурень. Да я верил, але ж не мог я. Не имел права. Конспирация. Что? Конспирация. Чула такое слово? Чула? Не повинен был я никому ни при каких макарах раскрывать тайну. Не моя эта тайна была. Присягу я давал. Клятву. Ни гугу никому. Тайна. Яна для всех тайна. А теперь перед детьми выкручивайся сама. Дети! Дети! А ну все сюда! Того что? Каб свайго бацьку слухали и шанавали. Ягонае слово закон. Ясно?
Ясно, а... як же? И никаких вопросов. Ясно? І ніяких пытанняў. Ясно? А где ж Володька? Где Чапай? Ой, няма яго. Пайшоў. Як пайшоў? Куды пайшоў? Не сказаў, хмуры пайшоў. Ён па вуліцы пайшоў да школы. Я ж сказал не пускать. Я ж сказал затрымать. Ходім! Заносить! Вернуть! Что с тобой? Гнать! Верните! Догоните! Верните! Догоните! Володька, сын мой,